Именно благодаря этим двум мужчинам слово «шпиль» обрело совершенно иной смысл. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Это фрагмент из их интервью Маргарите Симоньян. Тут они оправдывались, что никакие не ГРУшники, а просто приехали в Солсбери на шпили посмотреть и немного, так сказать, гульнуть. С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Ну конечно, а где же русским еще отрываться, как не Солсбери? Тут же и атмосфера другая, и шпили есть. На всех видео вы показаны вместе, все время вместе, находились вместе, жили вместе, ходили везде вместе. Вас вообще, так скажу, что объединяет вас двоих? Знаете, давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь. Эти мальчики реально постоянно были вместе. И, видимо, от восхищения друг другом даже память потеряли. Вы выходите через гейт, через ворота, буквально в одно и то же время, чуть ли не в одну и ту же секунду. Как это получилось? Если бы мы еще помнили, когда это было. И мы всегда вместе. Идиот! Кем они только не были за эти 25 минут интервью. И туристами из России, и геями, и людьми с плохой памятью, и просто любителями шпиль. Но! Тут есть одно «но». Вы позвонили мне на мобильный телефон и сказали, что вы Руслан Баширов и Александр Петров. Вы работаете в ГРУ? А вы работаете в ГРУ? Я нет, а вы? Я нет. И я нет. Но не прошло и месяца, и тут трошки невдобно получилось. Журналисты Bellingcat смогли раскрыть предыдущие операции подозреваемых в отравлении Скрипалей, Петрова и Баширова в Европе и подтвердить, что они работают в Главном разведывательном управлении Российской Федерации. Как будут развиваться далее истории шпилелюбителей, остается только ждать. Сейчас мы можем смеяться над этой ситуацией, но тогда, 4 марта 2018 года, было не до шуток. На кону были человеческие жизни. Олег Борисов, Назар Задри, программа «Ахшам», АТР.